Наш очередной вебинар, тема которого проведение мероприятий, посвященных Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в общеобразовательной организации. Вначале хотела бы представить спикера нашего сегодняшнего мероприятия. Это Сочнева Анна Витальевна. Здравствуйте. Заместитель директора по воспитательной работе средней общеобразовательной школы номер 12 имени Олега Кошевого. Также бы хотела напомнить вам, уважаемые коллеги, о том, что все вопросы и пожелания вы можете писать в чате. На все ваши вопросы в конце нашего мероприятия мы постараемся ответить. Итак, начинаем. 27 января отмечается День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Хотя со времени окончания Ленинградской битвы прошло уже 78 лет, ее военные события, ход, итоги, значения, а также конкретные факты мужества мирного населения города не перестают быть актуальными в наше время. Ежегодно в общеобразовательных организациях проходят тематические уроки и различные мероприятия по данной тематике. Такие мероприятия преследуют определенные цели и задачи. В качестве целей мероприятий можно выделить это тому, что они способствуют нравственно-патриотическому воспитанию школьников, дают учащимся представление о стойкости и мужестве ленинградцев в дни блокады. Среди задач же можно выделить такие, как образовательные, это формировать в учащихся знания о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, ее защитниках и подвигах, познакомить ребятам с понятием блокада. Развивающие задачи – это развивать выразительные речи при чтении стихов, историческую память школьников, коммуникативные навыки. Воспитательные – пробудить в детях чувство сострадания и гордости за стойкость своего народа в период блокады Ленинграда и на протяжении всей Великой Отечественной войны. Воспитывать патриотические чувства, уважение к старшему поколению. О практике своей работы, о том, как проходят мероприятия, посвященные такой памятной дате, расскажет нам Сочнева Анна Витальевна, как я уже сказала, заместитель директора по воспитательной работе средней общеобразовательной школы номер 12. Итак, Анна Витальевна, передаю вам слово. Спасибо большое. Здравствуйте, коллеги. Хотела сегодня поделиться прежде всего и своим опытом проведения уроков памяти, посвященных блокаде, да вообще в целом. Об уроках памяти как таковых. Вы знаете, да, что Великая Отечественная война – важное событие, одно из важнейших событий нашего Отечества, затрагивает все, абсолютно все стороны жизни, весь ход мировой истории, сопровождается, понятно, данными о мужестве участников Великой Отечественной войны, о их героическом труде, о героическом труде тружеников тыла, подвигов советского народа, ну и, конечно, о том, что это событие у нас заканчивается победой. Мы победили, мы – это советский народ, многонациональный народ, который жил в той стране. Сейчас мы наследники того, что произошло, духовные преемники советского народа. И, конечно, мы должны брать на себя ответственность за память о Великой Отечественной войне, в том числе о событиях в блокадном Ленинграде. Понятно, что духовно сильное поколение молодых людей – это те поколения, которые помнят свое родство, это те поколения, которые будут сохранять и способствовать процветанию нашей Родины во всех подобных испытаниях. Положительную роль во всех этих событиях, конечно же, сыграют уроки памяти как одна из тех форм, которые мы можем реализовать в образовательном процессе. Основная проблема, наверное, я думаю, что вы тоже с ней сталкивались в рамках уроков памяти, это проблема противоречия между объективным смыслом тех событий и, конечно, субъективным восприятием современными детьми. Как подростки и юноши, девочки и девушки встретят эти события, как они их воспримут на уроках памяти, как они к ним отнесутся. Это действительно та проблема, с которой мы сейчас сталкиваемся. Отчуждение тех событий Второй мировой войны вообще наблюдается по всему миру.
в том числе и события, связанные в блокадном Ленинграде. Понятно, что когда прошло от войны 10, 15 или 20 лет, эти события рассматриваются совсем по-другому, как подвиг родителей, дедов, бабушек, матерей, то сейчас все с каждым годом, отдаляясь от событий Великой Отечественной войны, мы встречаемся как раз-таки с этим отчуждением. И наша задача, прежде всего, остановить это отчуждение всеми любыми социальными, педагогическими средствами, наверное, даже излечивать в какой-то степени подростков, юношества от этого отчуждения, сохранение памяти Великой Победы, сохранение памяти воинской славы России – это глобальный вопрос всех тех, кому не безразлична судьба нашей России. Вообще, когда мы говорим про уроки памяти, мы должны понимать, что в информационном веке нам нужно разговаривать с подростками открыто. То есть как-то заигрывать, намекать сейчас не работает. На самом деле, действительно открыто, правдоподобно, проговаривая правду и упоминая вообще абсолютно все моменты, в том числе и нелицеприятные, потому что у войны, да, и всегда два лица. Это и победа, это и то, что способствовало, и какие события проходили. Это все взаимосвязано, и это нужно знать, и это нужно показывать, да. Возможно, говорить об этом тяжело, и зачастую, некоторые нелицеприятные вещи и не хочется говорить, но это нужно, и дети это должны знать. Уроки памяти – это необычные уроки, это открытый разговор детей с детьми о войне. Да, и на примере вот блокадного Ленинграда это разговор о тех страшных событиях, которые переживает как раз-таки Ленинград в годы Великой Отечественной войны. Цель таких уроков, как было озвучено, я только, наверное, повторю, это сохранение памяти, исторической памяти о Великой Отечественной войне, о воинской трудовой славе народа и, конечно, значении и цены победы. Основными задачами, да, это и раскрытие самого смысла событий Великой Отечественной войны, какие события произошли, какие даты, почему это важно, осознание совокупности факторов достижения победы. Это все рассматривается на уроках памяти. И углубление, систематизация знаний о каком-то конкретном событии, раскрытие, конечно, на национальных традициях и ценностей, черт характера, личностных качеств защитника. Мы же всегда, да, в рамках уроков истории, в рамках уроков памяти или классных часов зачастую обращаемся к национальным традициям, вспоминаем героев нашей республики, нашего города. И это тоже важно, именно через традиционную ценность национальных традиций достигается вот воспитательный эффект уроков памяти или классных часов. Достижение идентичности нынешних и будущих поколений детей и молодежи с народом-победителем. И, конечно же, популяризация среди молодежи ценностного, интеллектуального, волевого, физического развития, как условие готовности в службе в рядах вооруженных сил, и защиты своей родины непосредственно. То есть вот эти задачи, очень их много. Понятно, что когда мы говорим о 1-4 классе, говорим про 8 класс или говорим про 11, понятно, что мы задачи ставим соизмеримые. Когда строим урок памяти, то сейчас, да, все задачи охватить, в одном уроке, зачастую невозможно, но все основные, которые можно взять себе за основу, здесь представлены. Как вообще у нас организуются уроки памяти, на каких принципах они строятся, можете увидеть на слайде, да, это и ценностная патриотическая ориентация уроков, это построение содержания уроков памяти на базе ключевых сражений и идейно-смысловых линий, в том числе идейно-смысловая линия – это оборона Ленинграда, это блокада, долгий процесс, да, вот 27 января 78 лет, как раз-таки самое время напомнить детям, да, о событиях блокадного Ленинграда, проговорить это с ними, каким способом обустроить работу с детьми, я сегодня тоже вам скажу, как попробовать, как это реализовано у нас в школе.
Использовать разнообразные варианты уроков памяти, то есть не традиционно это классный час, как урок беседа, но и другие. Сочетание рассмотрения учащихся событием военного времени с их оценочной деятельностью, да, то, что очень хорошо ложится на воспитание, да, в рамках ФГО, с переводом в личностный план, да, то, что мы говорим с вами про понятие функциональной грамотности сейчас, это тоже актуально и очень важно. Кроме этого, принципом организации уроков памяти – это рассмотрение уроков памяти в общей системе воспитательной работы, какой эффект они несут. Обязательно, когда разрабатывается урок памяти, учитываются, я уже сказала, возрастные особенности, что для 1 и 4 класса мы будем рассказывать несколько в ином формате, чем для учащихся 8-9 классов или для учащихся 11 классов, которые могут провести урок памяти самостоятельно с небольшой помощью учителя. Использование произведений искусства и народного творчества военного времени вообще обращено к эмоциональной составляющей детей, позволяет им прочувствовать это. Искусство, оно и есть, да, оно смотрит на эмоциональное состояние человека и призывает именно к чувственной сфере познания. И рассмотрение уроков памяти в исторической ретроспективе, то, что события, которые происходят и происходили, и которые рассматриваются в рамках уроков памяти, это события единого мирового процесса. Это мы понимаем, что Великая Отечественная война в рамках Второй мировой войны, мы понимаем, что события блокадного Ленинграда у нас в рамках Великой Отечественной войны, и все это взаимосвязано, и те причины, которые вызвали одно, тянут за собой, безусловно, другое, это нужно понимать. Какие могут быть у нас варианты проведения уроков памяти, в том числе по блокадному Ленинграду, буду приводить примеры. Урок беседа, наверное, ну вообще уроки памяти – это обобщенное понятие. Выделяем мы урок беседа, урок диспут, урок конференция, урок лекция или урок экскурсия. Ну, по названию, да, уже можно себе сделать какое-то представление, о чем, да, такие уроки будут строиться и каким образом. Понятно, что они имеют общие цели, имеют общие задачи, могут иметь общее содержание материал, но, безусловно, будут разные роли учащихся, роли педагога. Вообще будет композиция урока меняться, построение этого урока, в том числе и эмоционального сопровождения. Касательно урока беседы. Понятно, что такой урок, наверное, наиболее распространен в рамках, наверное, классных часов, в неурочной деятельности классного руководителя, ну или небольшой даже 10-минутки, которую можно посвятить на уроке как раз-таки событиям блокадного Ленинграда 27 января. Очень тесно связывается урок беседа с моральными аспектами войны, с моральным обликом защитника Отечества и, конечно, образом агрессора, да, если мы будем говорить про Германию. Можно рассказывать про героический труд защитников блокадного Ленинграда, труда рабочих, сохранение памяти, можно выбрать какую-то любую смысловую идейную линию, да, битва за свободу, это война, противное состояние человеческим чувствам, маршал победы и многое-многое другое. Понятно, что такое содержание уроков бесед, оно, наверное, самое широкое. Большее количество тем как раз-таки именно будут рассматриваться в рамках уроков беседы. Для беседы понятно, что продумывается несколько вопросов, 2-3 по теме, на которых концентрируется внимание того человека, который ведет. Это может быть учитель истории, это может быть классный руководитель, педагог-организатор. И именно вокруг этих основных вопросов ведется беседа и обращается внимание детей на это. Беседа не просто так, да, не зря такое название, потому что беседа означает и активное включение детей, то, что они должны и высказываться, и рассказывать. Строится линия, получается, учащийся, классный руководитель, ну, или педагог, учитель, который проводит урок памяти.
Обязательно нужно с детьми обговаривать, что в рамках урока беседы у нас и действует также обязательно уважительное отношение, что мы всех их выслушиваем, ко всем прислушиваемся. И обязательно нужно дать возможность оценить в конце детям, что же получилось, к какому итогу в этой беседе пришли, как эту память сохранить. Касательно урока диспута, понятно, что это уже, наверное, больше старшеклассники. Урок диспут подразумевает постановку проблемного вопроса, опять же, отстоять или сдать Ленинград. То есть вот такой проблемный вопрос, который можно поставить в рамках урока диспута посвященному снятию блокады с Ленинграда. И как раз-таки здесь можно очень широко развить тему. Урок диспут, понятно, что готовится заранее. То есть нельзя просто прийти и резко начать что-то делать. За несколько дней обычно объявляется тема, выбираются стороны за или против, и идет активная подготовка. Думаю, даже при минимальном участии учителя, его помощи и направленности дети могут это подготовить. Понятно, что старшеклассники сами. Урок диспут очень удобен в том, что он действительно показывает вот это отношение, ну, такая товарищеская дискуссия присутствует, то, что своими репликами ведущий дискуссии, зачастую даже это может быть не только учитель, но и ученик класса, поддерживает такое напряжение, к чему же прийти. И вообще сразу видно на время урока диспута, кто как относится. Кто-то активно участвует, кто-то рассуждает, обсуждает, соглашается или нет, а кто-то пассивен, кто-то избегает, и это тоже для учителя и классного руководителя один из важных моментов, ну, на который стоит обратить внимание, наверное, для того, чтобы этого учащегося привлечь к таким каким-то занятиям. Ну, еще раз говорю, да, отчуждение, то, что я сказала вначале, оно есть, и вы уже на уроках, которые будете проводить, это можете увидеть. Урок-конференция в прошлом году активно использовался у нас в школе в рамках классные руководители подбирали маршала Победы и рассматривали его личность, дети готовились, делали доклады, отвечали на вопросы. И вообще, на самом деле, урок-конференция, наверное, позволила углубить знания, наверное, в большей степени, чем бы это могла бы сделать урок беседы или урок диспут, особенно проблематики. Особенно ценные работы даже были выложены в некоторых классных группах, как такие новые, даже некоторые поисковые, какие-то элементы в них были. И понятно, что, опять же, это средство мониторинга, осмысления юношами и девушками конкретных проблем, да, в прошедшей войне и в данном случае, да, касательно блокады Ленинграда. Урок экскурсия, урок лекция, да, сначала давайте остановимся на нем. Понятно, что, опять же, должен быть высокий уровень подготовки лектора, который ведет, обязательно эмоциональный, какой-то образный характер лекции. Ну, опять же, старшеклассники в большей степени сюда у нас подходят. Обязательно должно быть отражение в лекции событий с общим процессом войны, с общим движением к войне. Ну и, конечно, внимательное отношение лектора к вопросам, которые задают слушатели, и подготовка убедительных и исчерпывающих ответов на них. Касательно урока экскурсии, очень хорошо, если при школе есть музей. Вообще музей в школе – это кладезь самой полезной информации, кладезь знаний, то, что нужно прежде всего для подготовки уроков памяти, раз мы говорим сегодня о них. Понятно, что музей нам дает и много чего вообще в целом, но касательно именно Великой Отечественной войны, это можно как раз-таки проследить. Можно посетить выставку. Я знаю, что учителя истории в Санкт-Петербурге как раз-таки проводят в рамках блокадного событий, посвященных блокаде Ленинграда,
как раз-таки экскурсии по тем местам, где проходили артобстрелы, о том, где сохраняются изображения домов, которые были на тот период и которые, да, может, чтобы сравнить с современным видом. И зачастую, да, сами эти экскурсии проводят, ну, либо обращаются непосредственно к специалисту, да, тем, кто этим занимается. Касательно нас с нами, понятно, что в Санкт-Петербург мы с вами все полететь резко не можем для того, чтобы провести урок памяти. Мы можем обратиться к виртуальным экскурсиям, использовать даже, наверное, Google карты с изображением Петербурга. Можем брать историческую хронику и все это показывать. Кроме этого, уроки экскурсии можно реализовать не только по конкретному событию, но и вообще в целом это может быть посещение выставок художественных, искусства, живописи, работ, посвященных как раз-таки каким-то батальным сценам, войне в целом. Очень широкий жанр, который можно использовать. Понятно, что достаточно много подготовки, если вы проводите урок экскурсию самостоятельно. Это и краткий предварительный рассказ о том, что будет происходить, чему посвящена выставка, экскурсия. Обязательно указываются объекты рассмотрения. Если это куда-то выход, то проводится инструктаж по безопасности, правилам поведения и многое другое. Вообще, можно, я думаю, подобрать и другие варианты проведения уроков памяти, и в копилке учителей с многолетним опытом их очень много. Это только основные, которые я сегодня вам перечислила, но все они в рамках невозможности выйти куда-то или кого-то пригласить с антиковидными мерами, это все вполне реализуемо силами учителя, классного руководителя или силами детей. Очень часто мы привлекаем в школе для проведения уроков памяти, классных часов по каким-то тематикам именно детей. Именно их видение совсем по-другому зачастую выводит урок и выводит его абсолютно на новый формат, что действительно можно использовать в своем опыте в целом. Желаю вам, да, День памяти 27 января почтить, провести уроки памяти, минуты молчания, для того, чтобы, да, наша воспитательная работа не осталась вот как будто бы за бортом. Нужно прочувствовать самим. И я очень надеюсь, что у вас это получится. Спасибо большое за внимание. Спасибо, Анна Витальевна, за такое интересное выступление. Уважаемые коллеги, сейчас я обращаюсь к вам. Если есть какие-то вопросы, прошу их написать в чате. Вижу, что вопросов нет. Тогда будем завершать наше мероприятие. Еще раз говорю всем огромное спасибо. В первую очередь хотелось бы сказать огромное спасибо Анне Витальевне за то, что она пришла и поделилась своим опытом работы. Но на этом наше мероприятие заканчивается. Вопросов в чате больше нет, да? Угу. Уважаемые коллеги, тогда мы прощаемся. Всего доброго. До свидания.